Россети «Северный Кавказ» активно работают над сокращением долгов за электроэнергию в столице Ингушетии. Сегодня в Магасе рейд провели на улице с самым большим процентом должников за потребленный ресурс. Об этом репортаж нашего корреспондента. А ВОЗ и ныне там. Продолжительный стук, в ответ тишина. Жильцы притаились. Платить по счетам не спешат. С такими разговор короткие. Свет выключают и составляют акты. Из-за отсутствия лицевого счета, из-за хищения электроэнергии. Сегодня под прицелом у сотрудников Россети «Северный Кавказ» Ингушэнерго 3 проблемных многоквартирных дома по улице Мальсагова, жители которых задолжали за электроэнергию более 4 миллионов 400 тысяч рублей. Некоторые жильцы отмечают, квартиру они снимают, а за коммунальные услуги оплачивают арендодателям, которые, по сути, даже не заключили договор с ресурсоснабжающей организацией. Хозяин квартиры оплатили? Наим жилья оплатили. Она должна платить же, да? Она должна открыть лицевой счет. Она должна открыть и, соответственно, производить расчет за потребленную электроэнергию на сегодняшний день. А свидетельство? Хозяин этих участников армия, она свет решит. خاني يا جرحار واشنا رتصنص الوحيد لا يفقد أكيلا. Другие жильцы на месте предпочитают погасить задолженность. Энергетики объясняют, сделать это можно, не выходя из дома. Скачивайте данное приложение, уже через приложение можете производить оплату, заносить свои показания, то есть это удаленным доступом можете производить все действия по оплате необходимой своей квартиры в плане электроэнергии. Специалисты поясняют жителям, каким образом слабая платежная дисциплина приводит к снижению надежности электроснабжения региона, повышает риск выхода из строя бытовых приборов, ставит под угрозу их жизнь и здоровье. Рассказывают о способах оплаты счетов, в том числе посредством удобного мобильного приложения «Свет онлайн». Приложение очень удобное, с прикреплением адреса электронной почты. Далее уже имеется возможность, находясь у себя дома, занести показания прибора учета и производить оплаты. Со спокойной душой дверь открывают те жители, которые исправно платят за электроэнергию. Если ты оплатил, следовательно, тебе не надо волноваться за то, что тебе в любое время придут и начнутся какие-то неприятности или разговоры, которые совершенно никого не оправдывают. Естественно, надо всем платить. И молодым, и старым, и живущим. И тот, кто купил квартиру и не присутствует на месте, я думаю, что всем надо платить вовремя. Это порядок. В том случае, если в силу различных обстоятельств абонент не в состоянии полностью погасить задолженность, необходимо обратиться в территориальное энергосбытовое отделение для заключения договора о реструктуризации долга. А к тем, кто категорически не хочет идти на контакты и платить по счетам, будут приняты соответствующие меры. В любом случае все мы понимаем, что если адрес имеется, если есть точка учета, что потребитель должен иметь лицевой счет, производить оплату по прибору учета за потребленные энергоресурсы. В случае неоплаты вводятся ограничительные меры, то есть направляется соответствующий документ. Предупреждаем, также доводим данную информацию через средства массовой информации, СМС-уведомлением о введении ограничения в случае неоплаты. В дальнейшем уже данный потребитель может быть ограничен от потребления электроэнергии, и, соответственно, первичные материалы передаются в судебные органы. В последующем уже для взыскания направляется материал судебным приставом. Всего энергетики обошли 110 должников. По итогам общий сбор платежей за день составил порядка 150 тысяч рублей. Несколько горожан выразили готовность заключить соглашение о реструктуризации долга. Зелимхан Калуев, Абдуллах Алухоев, Новости 24.